Всем привет! Коротко о главном. Поехали! Знай врага в лицо. Британский коронавирус. Что нужно знать? Потеря обоняния и вкуса уже не актуальные признаки в случае заражения новым штаммом COVID-19. Такие выводы публикует Daily Mail со ссылкой на отчет Национальной статистической службы Великобритании. Согласно исследованию, лишь 19% зараженных новым типом инфекции пожаловались на невозможность чувствовать запахи и вкусы. В то же время отмечается, что люди с британским штаммом чаще жалуются на кашель, усталость, боли в мышцах и лихорадку. Данные тестирования гласят, британский штамм коронавируса в настоящее время составляет около 60% всех случаев заболеваний в Англии. На прошлой неделе премьер Великобритании заявил, что новый штамм COVID-19, который впервые выявили в стране месяц назад, может быть более смертоносным, чем ранее известный. Число жертв пандемии в Великобритании превысило уже 100 тысяч человек. Смертность в стране с января по ноябрь прошлого года стала рекордной за последние 10 лет. А тем временем коронавирус продолжает свою жатву. Не стало народного артиста СССР Василия Ланового. Ему было 87 лет. В начале января его госпитализировали с коронавирусом. Вчера, 28 января, из-за ухудшения состояния Василия Семеновича перевели в реанимацию, сообщают российские СМИ. Ковид диагностировали у артиста 2 января. Также заболела и его жена. Василий Лановой родился 16 января 1934 года. Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой труда. Он известен по фильмам «Алые паруса», «Анна Каренина», «Война и мир», «Коллеги», «Офицеры», Павел Корчагин и другим. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним. Водоплавающий автомобиль. Машина нырнула в реку в Караколе. Большая скорость, не справился с управлением, полетел в реку. Видео дорожно-водного инцидента появилось в социальных сетях. Автомашина марки Volkswagen года 2 оказалась в реке Джиргалан, а водитель доставлен на попутке в областную больницу. Наркотики заключенным. В Аше задержали военнослужащего. Арестованного в южной столице военнослужащего одного из частей подозревают в сбытии наркотиков, сообщили в пресс-центре службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызстана. Вояке 29 лет, у силовиков есть предположение, что он мог организовывать канал сбыта запрещенных веществ. Расследование затронуло несколько пунктов продаж на территории города. Не в пользу военнослужащего сыграл тот факт, что при аресте у него нашли 7 граммов гашиша. Есть подозрение у правоохранителей, что задержанный мог заниматься организацией продажи наркотиков в Чуйской и Орской областях. В качестве клиентуры рассматриваются осужденные в исправительных колониях. Человечья горючка может подорожать. В стране повысили акцизный налог на алкоголь. Государственная налоговая служба с начала этого года установила новые ставки акциза на этиловый спирт и отдельные виды алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ГНС. Ставки повышены согласно ежегодной практике в целях, слово такое интересное, гармонизации ставок акцизов в рамках ЕАЭС. Акцизы на водку и ликероводочные изделия, крепленные напитки повышены со 100 до 120 сомов за 1 литр. В следующие 2 года акцизный налог будет повышаться на 20 сомов ежегодно. Акциз на коньяк повышен с 70 до 80 сомов за литр. В 2022 году эта сумма будет составлять 90 сомов за 1000 мг. Акциз на слабоалкогольные напитки остался на прежнем уровне – 200 сомов за 1 литр. Это были наиболее значимые события уходящего дня. Не хворайте и до встречи!